другим темам, с этого года средствами материнского капитала можно оплачивать дошкольное образование, не дожидаясь, пока ребенку исполнится 3 года. Но это не единственное изменение, которое коснулось программы. О новых возможностях материнского капитала расскажет Саргалана Федорова. Материнский капитал теперь можно получить и в качестве ежемесячных выплат. Пока в Пенсионный фонд республики поступило лишь 19 заявлений. 450 тысяч рублей лучше направить на крупную покупку, считает молодая семья Андросовых. Лучше использовать его как для покупки жилья, это очень удобно. Потому что ежемесячно это будет маленькая сумма, и она раздробится. Второй малыш у них родился прошлой осенью. Заявку на получение материнского капитала подали без особых проблем. Помогли новые технологии. Мы подали через госуслуги заявку на получение материнского капитала. Стало очень удобно, потому что мы не ходили, не занимали большие очередя. Материнский капитал якутяне в основном используют для улучшения жилищных условий. За 10 лет действия программы в ней приняли участие 78 тысяч семей. В общей сложности свое благосостояние улучшили 46 тысяч участников программы. С помощью маткапитала семьи могут оплатить высшее образование ребенка, а также его проживание в общежитии. Финансовую поддержку на дошкольное образование теперь получают сразу после рождения малыша. Снято ограничение на оплату детского сада. Раньше мы направляли средства материнского капитала на оплату детского сада по исполнении 3 лет, а теперь с 2018 года мы направляем независимо от возраста ребенка. С 1 января в Якутии сертификат на материнский капитал получили 1206 человек. Немного меньше, чем в прошлом году. Возможно, еще не все подали заявление, считают в Пенсионном фонде. Время еще есть. Напомним, программу материнского капитала в России продлили до конца 2021 года. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.